Добрый день, уважаемые эксперты. Я Сазонов Константин, ученик 9 класса. Тема «Воскресшие из пепла войны. Об вести пропавшем солдате Ильине Ефиме». Все дальше уходит от нас война. За войной остаются герои, без вести пропавшие войны. Мы обязаны знать не только историю войны, но и сделать свой вклад в увековечение памяти героев. Путем реконструкции и интерпретации восстановить военную историю солдата Ильина Ефима. В ноябре 2020 года в WhatsApp написали репост. Найдя останки солдата из Якутии, павшего в боях под городом Жев. Скоро выяснилось, что он родной отец Ильиной Ильины Ефимовны, которая всю жизнь прожила в нашем селе Налимск, Сернякунского улуса. После изучения источников о пропавшем без вести якутяно-воржевской битве, информация сайта Объединенного банка данных, мемориал архивных материалов историко-краеведческого музея имени Гашева, села Хомустак, Верхнеюльского улуса, мы связались по WhatsApp с Андреем Туманцем, опытным членом поискового отряда «Победа», город Москвы. Методом анкеты интервью начали исследование уникальной находки медальона красноармейца Ильина Ефима, написали биографию солдата по новым архивным данным жизни длиной 32 года, собрали воспоминания о дочери солдата Ильиной Ильины для сборника «Дети войны» села Налимск. В ходе работы мы выяснили, что нет данных, как он дошел до фронта, и попытались реконструировать данный факт на основе воспоминаний фронтовиков, призванных в августе 1941 года, примерно из тех мест и данным РВК Якутии. Маршрут отправки на фронт. Методом физиогномики, фотографии и на основе слов старожилов села Хомустах, какие были Ильины, составила характеристику личности Ильина. Также не нашли мы сведения о фронтовых письмах, отправленных Ильиным своим родным с августа 41 по январь 43 года. Поэтому попытались сочинить письма сами на основе прочитанных нами писем фронтовиков, якутян, призванных в этот период и воевавших на Ржевской битве. И в конце исследовательской работы проверили творческий проект «Увековечение имя солдата Ильина». Участники проекта были ученики, учителя, жители, родители. Это презентация о солдате, портрет Ильина Ефимова в солдатской форме, работа ученицы 11 класса Еремеевой Айты, реквием, светлой памяти воина. Автор, пенсионер Винокурова Александра. Проведены уроки мужества, классные часы, конкурсы сочинений, смотры песни из строя. Ильин был призван в августе 41 года. Прибыл в часть 7 сентября 41 года. Возможно, 1 месяц был на переподготовке. Примерная дата смерти Ильина может быть еще раньше, в ноябре-декабре 92 года, так как их похоронили, возможно, в январе 43 года, когда территория полностью очистилась от врагов. На самом деле Ильин призван из местечка села Далы, Верхнеудульского района. Справка РВК написана после 1952 года, когда при укреплении объединили колхоз «Ленин» в село Дилюкю. По словам опытного поисковика Туманцева, и своим архивным документам пришли к такому факту. Вероятнее всего, Ильин воевал в 348-й стрелковой дивизии. А возможно сейчас сказать, что Ильин Ефим Дмитриевич погиб смертью храбрых, можно раньше, наверное, нельзя было говорить. Его родным 22 июня 1941 года дадут медаль «Шагнувший в бессмертие посмертно». Под руководством Андрея Туманцева уточнили место захоронения, номер дивизии и примерную дату гибели. По словам Андрея Туманцева, солдаты жили чуть более 12 часов в среднем в Ижевских боях. Живых из Ижевской мясорубки остались единицы, кому реально повезло чудом. Остальные все там, в полях, лесах, болотах и непохороненные лежат. Как говорится, история все расставила по своим местам. Никто не знает, сколько слез было пролито, когда уже сама седая ночь погибшего солдата тихо плакала, читая по 100 раз эти строки в справке, выданной РВК спустя 34 года, в 1989 году, от без вести пропавшего родного отца. Пройдет еще долгих 31 год, и в 75-летие Великой Победы в ноябре 2020 года по WhatsApp в Республике Саха-Якутия разлетелась весть. Нашли останки якутянина. Спасибо за внимание.